Здравствуйте, уважаемые родители, коллеги! Вас приветствует коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа детский сад номер 1» города Воркуты. Мы являемся сотрудниками Республиканского консультационного центра и готовы провести бесплатную консультацию для родителей, законных представителей детей дошкольного возраста. Консультации могут быть не только очные, но и дистанционные, по телефону или по электронной почте. По любому интересующему вас вопросу наши специалисты проведут для вас бесплатную консультацию. И сегодня мы предлагаем обсудить и рассмотреть вместе с нами следующие вопросы о том, как работает нейропсихологический подход. Как нейропсихологический подход с опорой на мозговую организацию деятельности ребенка с помощью определенных игр и упражнений способствует развитию и коррекции нарушенных функций. Мы рассмотрим упражнения на развитие крупной моторики ребенка, сенсомоторное развитие, на развитие межполушарного взаимодействия, на совершенствование пространственных отношений. Поговорим об речевых играх. Рассмотрим практические приемы и упражнения, снимающие эмоциональное напряжение и влияющие на повышение работоспособности. Уважаемые родители и коллеги, в ходе вебинара у вас есть возможность задавать в чате вопросы нашим специалистам. Мы обязательно ответим на них. А сейчас я представляю слово педагогу-психологу нашего учреждения Альбине Ивановне Санцовой. Доброе утро, Альбина Ивановна. Доброе утро, уважаемые родители, коллеги. В прошлом году, в 2019 году, у нас была пандемия. Я не могла пройти такую тему, как нейропсихологический подход в работе педагога-психолога. Меня он очень заинтересовал. И когда мы были на самоизоляции, так называемых каникулах, я прошла курсы повышения квалификации. В течение прошлого года я опробировала этот метод и использовала в своей работе. Данный комплекс, который я вам предлагаю просмотреть чуть позже, можно использовать как самостоятельно на занятии, так и включать элементы в общеразвивающие занятия. Вашему вниманию предлагаю нейроквест, который был составлен для детей старшего дошкольного возраста. Приятного просмотра! Одним из наиболее продуктивных и актуальных подходов к решению задач преодоления отставания в психическом развитии, профилактики и преодоления возникающих трудностей в обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста является нейропсихологический подход, который базируется на теории развития высших психических функций. Нейропсихологический подход является здоровьеукрепляющей и игровой технологией. Как работает нейропсихологический подход? С помощью специального комплекса двигательных и дыхательных упражнений ребенок обучается чувствовать свое тело, контролировать свои движения, вовремя начинать и прекращать их, двигаться плавно и четко. В ходе коррекционных занятий в мозге происходят следующие процессы. Развиваются двигательные зоны коры головного мозга, укрепляется связь между двумя полушариями. Движение способствует энергетической подпитке мозга, повышению умственной работоспособности и ускорению всех психических процессов. Ребенок приучается контролировать себя в движении. Развиваются зоны его мозга, ответственные за планирование, программирование и контроль. Перед вами конструктор из 25 упражнений, каждый из которых раскроет потенциал ваших детей, даст мозгу позитивный заряд для развития и повысит коэффициент полезного действия, чем бы вы ни занимались, решением любых задач. Наш нейроквест состоит из 7 блоков ключей. Собрать все ключи значит поработать над всеми навыками, которые сделают ребенка чемпионом по жизни.
Все блоки поделены на два типа – физика и мозг. Уделять нейроквесту необходимо хотя бы 15 минут в день. Одно занятие должно включать 2-3 блока. Выбирать можно любые, но соблюдаем баланс – физика, мозг. Начинаем с физического блока, а затем переходим к упражнениям для мозга. В каждом блоке мы работаем с ребенком до первых трудностей. Если упражнение дается с трудом, то его прорабатываем. Когда малыш выполнил правильное упражнение, значит его мозг с этим уже справился, и можно идти дальше. Нейроквест пройден, когда вы соберете все ключи. Все 25 упражнений доведены до автоматизма и не вызывают затруднений при их выполнении. Ну что, начинаем наш нейроквест. И наш инструктор Ваня. Ваня, ты готов? Готов! Первый блок – это осанка. Здоровая осанка помогает телу укрепить мышечный корсет, а мозгу сохранять правильное положение в пространстве. Дыхательная гимнастика укрепляет здоровье, снимает тревожность и волнение. Пальчиковая гимнастика. Сенсорный опыт, полученный через руки, стимулирует формированию новых нейронных связей. Карандашик пожимали и ладошку поменяли. Оставили катали, карандаш не отпускали. Нарисую я ладошку, отдохну потом немножко. Четвертый блок – мозжечковая стимуляция. Помогает расшевелить и дать стимул для развития важному отделу мозга. Мозжечок в ответе за интеллектуальное, речевое, эмоциональное развитие. Пятый блок – содружественные движения. Это супер навык мозга, который учит мастерски управлять и контролировать тело. По полям бежит ручей, на дорогах лужи, скоро выйдут муравьи после зимней стужи. Пробирается медведь сквозь лесной болезни, стали птицы песни петь из-за слов подснежных. Шестой блок – перекрестные движения. Работая над координацией движения, мы поддерживаем мозг в здоровом тонусе. Седьмой блок – моторное планирование. Это связь между нашим намерением,
что-то сделать и самим действием позволяет человеку осознать, спланировать и реализовать незнакомое действие. Для удобства можно использовать трекер, составить групповой или индивидуальный график для занятий с детьми. Следите за успехами детей, за переменами в их поведении. И это может проявиться в том, что ребенок быстрее выучит стихотворение или станет спокойнее и более собранным. Продолжаем тему разговора нашего вебинара. И я предоставляю вам учителя логопеда нашего учреждения Тихонову Татьяну Григорьевну. Татьяна Григорьевна, утро доброе. Я приветствую всех участников вебинара. Еще несколько лет назад в группах компенсирующего вида присутствовали дети только одной категории. И с детьми работали традиционно, как правило, логопед, воспитатель и психолог. В последнее время встречается все больше и больше сложных нарушений. И дети часто в одной группе оказываются и с тяжелым нарушением речи, и с задержкой психического развития, и с когнитивными нарушениями. Дети с общим недоразвитием речи в чистом виде стали встречаться редко. К нам попадают дети с органическими поражениями центральной нервной системы, которым неврологи ставят такой диагноз, как минимальная мозговая дисфункция или синдром дефицита внимания и гиперактивности. В данном случае нейропсихологический подход, являясь перспективным методом, обеспечивает комплексное воздействие на физиологический, психический и социальный уровень каждого ребенка. Нейропсихологическая наука, возникшая на стыке психологии, медицины и физиологии, изучает механизмы психических процессов и в соответствии с выявленными особенностями развития предлагает определенные пути коррекции нарушений. Нейропсихологический подход с опорой на мозговую организацию с помощью определенных игр и упражнений способствует развитию и коррекции нарушений. На экране видите упражнения, которые рекомендовано проводить для развития механизмов, мозговых механизмов. Упражнения на крупную моторику. Перекрестные шаги. Вы их только видели на видео, там где мальчик перешагивал. Перекрестные шаги способствуют развитию координации и ориентации в пространстве, делают более успешным приобретение таких навыков, как чтение, письмо, слушание, усвоение новой информации. А еще снимают боль в пояснице и подтягивают мышцы живота. Обратите внимание на картинку. Локтем левой руки или ладонью тянемся к колену правой и наоборот. Можно соединить левую руку и правую ногу за спиной. Смотрите на картинку. Далее соединяем левую руку и правую. И повторять 4-8 раз. Следующее упражнение. Двойные рисунки. Исходная позиция такова. Обе руки свободно выпрямлены перед собой. Представьте, что у вас в руках по карандашу, а перед вами холст. Одновременно двумя руками от центра начинайте рисовать на воображаемом холсте зеркальные изображения. Сюжет не имеет никакого значения, но очень важно, чтобы рисунок располагался как в верхней, так и в нижней части воображаемого холста. Можно варианты предложить, например, рисуя мелом или маркером на доске, пастелью на бумаге, прикрепленной на уровне глаз ребенка. Упражнение рекомендуется делать без очков, чтобы не ограничивать поле зрения. Сенсомоторное развитие. Развитие мелкой моторики рук. Это игры с камнями. Они широко используются в логопедической практике. Первое. Это надо предложить, например, задание на сортировку. Выбери по цвету, например, выбери только красные камешки. Следующее задание по форме. Выбери только треугольные или форму сердечка. И так далее. Речевые игры. Например, я провожу вот такие игры. Я буду называть много звуков, а ты на звук А клади красный камешек, на звук У зеленый. И называю. Сначала начинаю с двух звуков. А, У.
Ребенок правой рукой берет камешек и откладывает. У, У. Красный камешек, усложнение, следующее, чтобы посложнее было видно, можно предложить одной рукой, левой рукой класть красный камешек, правой рукой зеленый. Это намного сложнее, дети начинают путаться, но это потом они привыкают. Выкладывание последовательности слогов. Тоже сложное дело, но камешки облегчают эту работу. Например, на верхней картинке па-ма, где чередуются прозрачный камешек и зеленый. Или 3 слога па-ма-ха. Па-ма-ха. Речевые игры. Для автоматизации звуков можно использовать такие методы. Например, игра «Кисточка». Произнеси звук «ш» и подметай только желтые листочки. Ребенок берет кисточку и проводит движение. Это могут быть и вертикальные движения, и горизонтальные. Усложнение. Желтые листочки подметаем вверх, а зеленые вниз. Ну или поменять направление влево и вправо. Отхлопывание ритмов по образцу. Упражнение развивает не только чувство ритма, но и умение повторять последовательность движений. Это упражнение очень полезно для развития внимания и памяти. Можно использовать даже при запуске речи. Ко мне приходят маленькие дети 3-4-летние, безречевые. И мы играем с ними в такую игру. Показываем картинку. И они знают, что вот это тук, вот это хлоп, а движение ногой это топ. И мы чередуем. Сначала с картинкой, а потом без картинки на слух. Давайте мы с вами попробуем. Я взяла правую руку и делаю тук ногой, топ, хлоп. 2-3 раза делается в медленном темпе хорошо, но 4-й на 5 начинает сбиваться, даже взрослые. Почему? Ну, потому что непривычное движение, но это очень полезно, потому что включаются новые нейронные связи. Упражнение «Скорая помощь». Вот это классная игра, она снимает и напряжение, и улучшает работоспособность. Верхняя строчка проговаривается, буквы надо называть. Одновременно выполняется движение рукой. Л – это левая рука в левую сторону. П – правая рука в правую сторону. Буква В означает, что обе руки надо поднять вверх. Получается, что надо одновременно выполнять несколько дел. Видеть две строки сразу, назвать букву и двигать руками. Трудно только в первый раз, потом дети осваиваются. Детям легче делать упражнения, когда выполняют эти упражнения дети стоя. Хорошо, если буквы располагаются не на столе, а на стене, например, или на доске. Так удобнее смотреть и делать. Можно также подготовить несколько вариантов табличек и потихоньку их менять. На этапе коррекции фонематических процессов и работы по звукоразвлечению используются приемы Анны Владимировны Семенович. Анна Владимировна Семенович – это профессор кафедры клинической психологии и психотерапии Московского университета. Она предлагает, например, если ребенок не различает на слух парные, звонкие, глухие, согласные, это серьезная проблема для речевиков, которые идут в школу. Для того, чтобы четко различать и парные, звонкие, глухие, согласные, надо поработать. Надо четко произнести смешанные звуки. Например, Б и П. Дать ребенку зеркало, чтобы он проконтролировал артикуляцию. И в каком положении, например, находятся губы, язык. И обязательно проконтролировать, если звонкий звук, то работу голосового аппарата. Произносится несколько звуковых цепочек до тех пор, пока ребенок не начнет выделять нужный звук. Пример, вот, например, пример самый простой. Берем звук Р. Дети очень любят моторы, поэтому я предлагаю ребенку: слушай внимательно. Вот так звучит мотор. Р. А ты будь внимателен, предлагаю ребенку машину, будь внимателен. Как только услышишь звук мотора, поднимай его вверх. Тут ребенок включается, концентрируется, а я называю звуки. Ш. Р. Ребенок поднимает, очень обрадовался, потому что он узнал. Ж. И. Р. Очень важно. Так проводите, знакомьтесь со звуками. Найди общий звук. Попросите ребенка очень внимательно послушать слова и найти одинаковый звук. Например, слова шуба, шок,
кошка, мышь, школа. Следующий прием. Сколько звуков в слове? Какой первый звук? Какой второй? Какой последний? Это очень сложная мыслительная операция, называется она синтез. И тут надо очень подумать ребенку, хорошо включить очень много клеток мозга с тем, чтобы сделать все так. Он свой попросите, например, какое слово у меня получилось? М, А, К. Мы-то взрослые, мы легко понимаем, ребенку надо хорошенько подумать. Л, У, К. С, О, К. А потом поменяйтесь местами с ребенком, поменяйтесь ролями. Пусть он теперь загадывает вам слова. Еще один прием. Веселая цепочка. Назовите слово и попросите придумать следующее слово, которое начинается на последнюю букву вашего слова. Это очень напоминает игру в города. Следующий этап усложнения. Зашифрованное слово. Смотрите. Это на первоначальном этапе, чтобы ребенок четко видел, что слово, звучащее слово «ма» состоит из 3 звуков. И первый «м», второй «а», третий «к». А картинки подскажут, потому что дети обычно легко выделяют первый звук. Им легко будет догадаться, что «ма» – это звук «м», а «ананас» – это звук «а». Это уже идет мыслительная операция, которая называется анализ. Скажи слово наоборот. Попросите ребенка сказать предложенное вами слово с конца. Это как? Например, я говорю кот, а вы говорите все наоборот. Ток. Я говорю дом, а вы говорите мод. Постепенно можно прибавлять хотя бы по одному звуку, чтобы приучить ребенка мысленно переставлять звуки. Родственные слова. Попросите ребенка подобрать заданному слову, ну, например, снег, слова. И послушайте, сколько слов он скажет. Снег, снегурочка, снежный. Буква изменилась. Нет, дальше, следующее. Еще ниже. Вот он дедушка. И он предлагает заменить нам первый звук на звук Ш. Был пар, а стал шар. Были губы, а стали шубы. Детям очень нравятся такие упражнения, но опять же надо их научить выделять первый звук, изменить его и подставить нужный для нас звук. Тапки, шапки, топот, шепот, споры, шпоры. И последний звук, например, дуб, а заменяем последний звук на ш, и получается душ. Комплексное коррекционное воздействие идет к формированию единой функциональной системы мозга и обеспечивает полноценное развитие личности ребенка. Для стимуляции интеллектуального развития актуально ведение кинезиологических упражнений, позволяющих активизировать межполушарные взаимодействия и обеспечить сложную работу полушарий мозга. И слаженную, сложную и слаженную. Вот какое веселое упражнение для дошколят, и не только, на развитие межполушарных связей. Упражнение называется «Веселые карандаши». На стол надо выложить карандаши, и первое, что сделать, собрать только правой рукой карандаши. В ладошку собирать один за одним. Затем левой рукой, а потом собирать и правой, и левой рукой. Затем, закончили. Затем по одному карандашу выкладываем на стол. По одному карандашу левой, потом правой, а следующий этап обеими руками. При выполнении упражнения с группой детей можно провести соревнования на самого быстрого и ловкого, а также на самого аккуратного. Простые забавные упражнения для развития межполушарных связей, снятия нервного напряжения и стимулирования мозга. Это, например, упражнение «Колечко». Поочередно, как можно быстрее перебирать пальцы рук в кольцо большой палец с другими последовательно. Сначала медленно, потом побыстрее. Сначала одной рукой. Потом другой рукой. А потом двумя руками вместе. Кажется, очень просто выполнять, но дети очень быстро сбиваются, потому что тут надо включить, особенно когда две руки работают.
И тут надо просто подождать и повторить еще и еще раз, и это упражнение будет выполняться все лучше и лучше. Прием зеркальное рисование. Положите на стол чистый лист бумаги, возьмите по карандашу в каждую руку. Рисуйте одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки или буквы. При выполнении этого упражнения вы почувствуете расслабление глаз и рук, потому что одновременно включаются оба полушария и эффективность работы мозга повышается. Для маленьких детей это упражнение лучше выполнять в воздухе. Например, рисовать фигуры вытянутыми вперед руками или кисточкой. Подставить, если ребенок сидит, можно подставить руку на локоть на стол и рисовать кисточкой. Кстати, вы то же самое будете делать, упражнять свои межполушарные связи, если вы будете играть на музыкальном инструменте. Или набираете текст на клавиатуре двумя руками. Это очень хорошая тренировка. А еще очень полезно совершать привычные действия не ведущей рукой, а, например, другой. Правши могут пожизненно жить, могут хотя бы один день пожить жизнью левшей. А левши, соответственно, наоборот, стать правшами. Например, если вы обычно чистите зубы, держа щетку в левой руке, то периодически перекладываете ее в правую. Если пишете правой рукой, переложите ее в левую руку. Это не только полезно, но и весело. А результаты тренировок не заставят себя ждать долго. Я года 2 назад пыталась приучить себя мыть посуду не правой рукой, я правша, а левой. Это было так сложно, и я всегда перепроверяла свою работу. Но прошло время, и я теперь, правда, я напоминаю себе, что мой левой рукой я мою, и я понимаю, что я делаю так качественно. Посмотрите, пожалуйста, видео, там, где наши дети работают двумя руками, развивая межполушарные связи. Таким образом, нейропсихологический подход, являясь перспективным методом, может обеспечить комплексное воздействие на физиологический, психический и социальный уровень развития каждого ребенка. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, Татьяна Григорьевна, за столь полезные советы. Уважаемые слушатели, по любому интересующему вас вопросу наши специалисты проведут для вас бесплатную консультацию. Записаться на консультацию можно по телефону или по электронной почте, которую вы видите на экране. Уважаемые родители, коллеги, наша встреча подошла к концу. Нам хочется надеяться, что мы смогли раскрыть тему о нейропсихологическом подходе в коррекционно-развивающей работе, который, являясь перспективным методом, обеспечивает комплексное взаимодействие на физиологический, психический и социальный уровень развития каждого ребенка. Мы будем вам очень благодарны за несколько слов отзывов или комментариев. И мы желаем вам и вашим семьям здоровья. Берегите себя и до новых встреч!